Школьные годы он посещал очень много музыкальных кружков. Как-то его отправили на музыкальный фестиваль в Финляндию. Помню его тогда, каким он приехал оттуда. Он был настолько вдохновлен, его глаза горели. После этого у него началась настоящая творческая жизнь. Он начал писать слова сам, научился писать аранжировку и выпустил себе первый альбом. После этого он сделал себе первый сольный концерт в Уфе. Сейчас он удачно гастролирует по городам России со своей дружной командой профессионалов. Помню, раньше в детстве как-то папа всегда говорил всем, что мой сын будет артистом. Так и произошло. Но, к сожалению, наш папа не увидел ни одного выступления Радика, потому что когда мы были маленькие, он рано ушел из жизни. Несмотря на это, переборов все трудности, Радик держался, и он, как единственный мужчина в нашей семье, он добивается своего, держит всегда свое слово, и таким образом он собрал себе команду своих профессионалов. Сейчас на данный момент наша мама ездит вместе с ним на гастроли. Я проживаю в городе Санкт-Петербург. Конечно, часто у нас видеться с ним не получается, но для этого у нас есть видеосвязь и телефоны. Мы часто поддерживаем друг друга. Несмотря на это, как только появляется возможность, мы стараемся всегда друг к другу приехать в гости.